чак-чак не сделали. Рабочий график Рустама Минниханова в Узбекистане расписан по минутам. Утро президента начинается в Джизаке. На встрече Рустама Минниханова с хакимом Джизакской области Эргашем Салиевым стороны договариваются развивать сотрудничество и наращивать взаимную торговлю. За прошлый год товарооборот между республиками составил $200 миллионов. Это на четверть выше, чем в 2020-м. У Татарстана есть интерес к машино- и авиастроению. Узбекистан делает акцент на агропромышленный комплекс. Обучение еще экосистема. Рустам Минниханов знакомится с IT-парком Джизака. Побеседовав с молодыми специалистами, президент дал поручение подписать совместное соглашение. Так специалисты двух стран смогут обмениваться опытом. Знакомят Рустама Минниханова из Джизакской полилингвальной школы. Президенту показывают учебные классы, общежитие, спортивный блок. Открылась школа в прошлом году. Сегодня на узбекском и английском языках здесь получают знания 168 детей. После окончания школы дети могут поступить в международные вузы. Знаковым событием в Джизаке стало открытие филиала Казанского федерального университета. Это первый зарубежный филиал КФУ. Здесь будут готовить программистов, машиностроителей, экономистов, журналистов, лингвистов, фармацевтов в сфере биомедицины. Первокурсниками станут 300 студентов. Рустам Минниханов отметил, в филиале КФУ студенты получат качественное образование. И для этого не придется выезжать из своей страны. Сегодня знаменательный день в развитии сотрудничества наших республик. В городе Джизаке мы открываем филиал Казанского федерального университета. Это первый официальный зарубежный филиал Казанского университета. Сейчас товарооборот между Россией и Узбекистаном почти $8 миллиардов. В этом году рост составил 40%. В начале лета делегация из Узбекистана была в нашей республике. Тогда состоялось совместное заседание депутатов Госдумы и Законодательной палаты Олий-Маджлиса. В марте этого года с участием Рустама Минниханова в узбекском городе Черчик открыли химико-индустриальный парк. Это совместный проект Татарстана и Узбекистана. Его резидентами стали многие российские компании. Сейчас между Россией и Узбекистаном намечено около 100 совместных проектов в сфере экономики. Для Татарстана перспективным видится сотрудничество в области машиностроения, легкой промышленности, нефтепереработки. Алия Хайрудинова, Давид Абдуллин, ТНВ, Узбекистан.